Я сам не мусульманин, но я хочу поздравить всех мусульман, каким бы народом они себя не причисляли, с наступлением священного месяца Рамадан и поста священного месяца Рамадан. Это месяц, которым, как я знаю, я сам стараюсь хотя бы несколько дней во время Рамадана в знак солидарности с нашими мусульманами держать пост. И это месяц, в который, собственно говоря, человек укрепляет свои силы. Об этом мне говорили мои друзья-мусульмане, которые постятся. И я всегда их поддерживаю и хочу вам пожелать, чтобы Всевышний Аллах дал вам сил принять ваш пост. Ваш пост был принят у Всевышнего и был зачтен добрыми и благими делами. Рамадан для меня – это месяц возможности стать лучше и духовно, и физически. Первый раз стала держать Рамадан лет 7 назад. Это был такой сначала неосознанный выбор, но с каждым годом я понимаю, что осознанность в плане соблюдения Рамаданом становится все больше и больше. А для меня я в Рамадан осознаю одну очень интересную вещь в том, что мы очень много думаем о еде. Как ее приготовить, что приготовить, где купить, убраться, переварить. А в Рамадан, так как ты большую часть времени голодаешь, у тебя становится очень много времени для чтения книг, чтения Корана, развития себя, как еще раз повторюсь, и физически, и духовно. Поэтому и благодаря штабу с каждым годом, еще раз повторюсь, эта осознанность приходит, потому что ты общаешься с очень интересными людьми и мотивируешься у них, как они это делают. В штабе я тоже не так давно, это около года 3-4, как я здесь, но я благодарю Национальный конгресс татар Москвы в том, что они дают такую возможность молодым мусульманинам приобщаться к культуре и делать это максимально правильно, потому что с каждым годом ты узнаешь что-то новое, и ты становишься лучше. В штаб татар я попала через свою организацию в своем родном городе. Мне сказали, я переехала недавно в Москву, и мне сказали, что здесь есть такая же организация, но она намного круче. Написала в Инстаграме Гульнаре, она мне все уже рассказала, добавила во все чаты, и первый раз я сюда пришла на ифтар. Уже когда началась ураза, месяц Рамадан. И первое, что мне бросилось в глаза, это то, что здесь довольно-таки отзывчивые люди, очень веселые, и все сразу начали со мной знакомиться. И очень большая территория. И когда я пришла сюда первый раз на ифтар, был очень вкусный стол. Для меня, как для человека постящегося, я стараюсь всегда держать уразу каждый год. Еще с детства меня бабушка приучила. В детстве это было более как обязанность, какая-то. Сейчас уже это более осознанно идет. Я понимаю, для чего это нужно. И если говорить в целом про Рамадан, это месяц лично моего очищения. Стараюсь больше делать благих дел, не только, я их всегда стараюсь делать, но именно в месяц Рамадан больше благих дел. Это, конечно же, читать молитвы и больше думать о Всевышнем. Считаю то, что это правильное, благое дело, собираться именно вместе, разговляться. Это как бы поддерживает дух. Также во время разговления в самом ифтаре присутствует имам, который дает более полную информацию по поводу ифтара, по поводу ислама, по поводу канонов, что можно делать, что нельзя делать. Порой довольно-таки интересно послушать, потому что в суматохе дней забываешь, бывает, про какие-то такие некие положенные правила поведения. И собираясь в штабе татар, слушая речь Хазрата, своими речами он задает, скажем так, некий такой вектор развития, куда нужно направляться, и по этому вектору мы двигаемся все вместе. В этом году я попробовала впервые подержать для себя пост. Я узнала о том, что вообще нужно поститься всего лишь пару лет назад, и придя, в принципе, в татарскую движуху, в штаб татар, все мои друзья, все мое окружение, оно поменялось.
и с тем поменялась тоже я. Все держали пост, и я думаю, почему все держат, а я не держу. Я решила, что в этом году нужно обязательно попробовать, и вообще не пожалела, потому что я чувствую легкость в организме, я чувствую кучу энергии, я чувствую, что меняюсь я, и очищается мой организм не только внешне, но и внутренне тоже. И это очень важно, я считаю. Еще я в большом восторге от ифтаров, потому что они объединяют кучу людей, кучу мусульман по всему миру, когда все собираются, все едят. В чем важность поста? В том, что ты чувствуешь голод точно так же, как и другие люди, богатые люди, бедные люди, абсолютно все голодают. И это здорово. Ты можешь почувствовать то, каково другим людям, у которых нет возможности элементарно поесть. Я держу пост, сама в шоке, потому что в этом году мне так стукнуло, что я решила поддержать пост и реально от всей души, то есть сама уже была готова, поэтому я начала не есть, не пить до заката, и для меня это немного необычный опыт. Сначала я плакала, страдала, сейчас мне даже это нравится. И здесь меня приглашают сюда, в штаб Татар, чтобы мы вместе собрались и вместе открыли пост, чему я очень благодарна, и я понимаю, что я должна держать пост, потому что иначе, если я приду, и как я буду другим в глаза смотреть, да?